Музыка — это саундтрек к жизни. Мне как лирику, как исполнителю песни про любовь чуть-чуть, конечно, обидно было, но и патриотические песни, они тоже, конечно, нужны. Мы создаем продукт для такого внутреннего потребления. Мне все-таки кажется, что нам не хватает жанров и тем. То есть мы слишком упираемся вот в тему Родины. Нам нужно наш крымско-татарский язык облачать в разные стили. Да простят меня коллеги из Хатых-шоу, но я не могла себе отказать в удовольствии позвать на сегодняшний выпуск проекта «Меркес» звездный состав гостей. Не могла отказать себе в удовольствии поговорить о нашей музыке и тех новых музыкальных проектах, которые возникли в последние несколько месяцев на нашей крымско-татарской сцене. Поэтому хош келденес, селям алейкум. Ну и в первую очередь я хочу поздравить нас всех и вас в частности с выходом ваших новых песен, ваших премьер в том числе, да. Вас поздравить отдельно с премьерой клипа, подготовленного к Байрах-куну. Арсен Бей, вы тоже порадовали нас в Судаке новой вариацией «Манилер», новой аранжировкой, новой песни. Адиль-ханум, ваш выход на крымско-татарской ярмарке с новым треком, с новой песней «Гер», тоже новое слово. Поэтому чохсагунус вам за вашу работу и чохсагунус за то, что вы не останавливаетесь и экспериментируете. Ровно поэтому я вас и позвала сюда. Ровно поэтому мы сегодня и хотим поговорить на тему музыкальных новинках на нашей сцене. Музыка, по идее, и песни должна выражать и отражать какие-то эмоции. Я себе так представляю, потому что для меня музыка именно тот инструмент, который позволяет немножко выдохнуть, немножко, скажем так, поностальгировать где-то в какой-то момент. Крымско-татарская музыка. Естественно, она тоже про наши эмоции. Крымско-татарская музыка в своем таком эмоциональной своей истории, да, как она развивалась. Да? Уралдагы до Селям Сана Хара Денис. Да, вот эти эмоции, которые уложились в эту траекторию наших песен. Как их можно переживать, как их можно, скажем так, интерпретировать, и что это говорит о нашем музыкальном продукте? На самом деле наша музыка, она очень дальше, чем Уралдагы, до оттуда с ханского периода, если взять. Это была крымско-татарская классическая музыка, период ханов. И потом развивалась она эмоционально. Я думаю, что так же, не думаю, а так и есть, что так же, как и история крымских татар, она параллельно шла с нашими судьбами, с нашей жизнью. То есть, если мы возьмем позднего периода какие-то песни, «Бостургай», «Онекиде Орыдык», они все такие веселенькие, такие, все очень прекрасно и хорошо. До трагического периода. Да, потом, конечно же, начались трагические страницы нашей жизни. И все это, соответственно, нашло свое отражение и в песнях, и в эмоциональном состоянии всего народа. То есть наши песни, наш фольклор, он живой. Он передает состояние именно человека на данный момент. В моменте. В конкретном контексте истории, да. Я думаю, что современные, ближе к нашему времени, мы тоже сейчас какие-то отголоски где-то слышим в песнях именно. Почему в один момент, мы знаем, в какой момент начался патриотический подъем. Патриотиком, да? Патриотиком, в песне. Мощная. Мне как лирику, как исполнителю песни про любовь чуть-чуть, конечно, обидно было, но и патриотические песни, они тоже, конечно, нужны. Я думаю, что это все связано с историческим процессом. Вам не кажется, что когда мы создаем свой музыкальный продукт, основанный на нашей истории, да, на тех событиях, которые мы переживаем, мы создаем продукт для такого внутреннего потребления? Есть такое ощущение? С одной стороны, да, с другой стороны, может быть, и нет. Потому что, например, если крымские татары, находящиеся за пределами Крыма, и они общаются с другими людьми, то есть тем самым это может быть какая-то такая цепочка, как передатчик, да, получается. То есть, слушая об этом, люди других национальностей могут интересоваться и получать в том числе информацию из песен через крымских татар, которые, как пример, не здесь. Патриотика в текстах наших песен, это всегда должно быть, это норма?
Как вы считаете? Ну, у меня есть футболочка с вашими словами, да, Да, с песней, круто. со словами, Круто. со словами из вашей песни «Киме Эгербес Дегиль». Ну, патриотика это как бы не обязательно, но на тот момент, ну, это была моя как бы внутренняя, наверное, реакция на как бы на общество или на то, что происходит. И мне хотелось об этом написать. И плюс, опять же, это была как бы первая композиция в таком стиле, и, может быть, поэтому она запомнилась как, то есть рэп, и он должен быть обязательно там патриотический. То есть не обязательно, но да, то есть как реакция на что-то происходящее. Это наша особенность, что рэп у нас патриотический, потому что обычно рэп, он такой, знаете, дворовая Нет, такая почему? культура. Не только у нас. Не только? У нас, может быть, из-за того, что его мало, вот там на пальцах, да, можно пересчитать. Может быть, поэтому. То есть, если бы нас было бы там 100 или 500 там, рэперов, да, то вряд ли бы все читали бы об этом. Но вы То есть я как бы- специализируетесь на патриотике. Ну, одно из направлений, да, потому что оно как бы во мне есть, и я ж как... Мы есть то, что мы Да. есть, да. То есть Мы поем без о том, этого что для никуда. нас важно. Фатма Ханум, Адиле Ханум, я недавно посмотрела интервью Алима Куртмеметова, вот буквально на днях, и он высказал такую мысль, что наша музыка, так же, как и мы, потихоньку ассимилируется. Как вам такое мнение? Да. Есть такое? Есть такое. Да. А можно я сначала скажу касательно вот слов Сиранага? Буйорнус, да. Да, хочется продолжить эту тему, потом перейти к следующей. Давайте. Вот касательно патриотического контекста. У Сиранага все-таки определенный жанр — это рэп. И для меня рэп — это больше про выражение своего внутреннего состояния. То есть в рэпе, мне кажется, не только у нас, и в иностранном принято высказывать то, что ты чувствуешь. Все твои мысли, которые у тебя в голове, ты высказываешь через рэп. Поэтому у Сиранага немножко другая специфика по жанру. Если мы говорим в общем про выход на международную арену, мне все-таки кажется, что нам не хватает жанров и тем. То есть мы слишком упираемся вот в тему Родины. Я считаю, что если мы хотим представлять себя как крымские татары на международной арене, все-таки нужно показывать, что у нас есть какие-то амбиции, цели, не знаю, видение, свое видение мира, идеология. И, соответственно, на международной площадке нужно развивать эти темы. И на одной родине, на одной теме Родины, так скажем, не выйдешь. Ну, это мое мнение. Вот. Это касательно первого вопроса. Касательно второго... Ассимиляция. Ассимиляция, да. Нам нужно вообще, не знаю, может, это очень громко звучит, постараться создать свой жанр. Что вот это чтобы значит, как раз-таки... свой жанр? Вот свой крымско-татарский современный жанр, который будет растворять другие нации в нас. То есть не мы Задать будем тренд? ассимилироваться, задать тренд, да, а благодаря нашим трендам будут ассимилироваться. Да, это звучит сложно. Во-первых, наверное, в первую очередь, потому что Это у нас... как Жюрек Адама? Почти. У нас нет государственной поддержки. А даже если она есть, она такая минимальная, что для выхода на международную арену нам ее просто не хватает. И, соответственно, чтобы как-то показывать себя, нам нужно придумывать что-то другое. Вот возьмем модель Южной Кореи. У них государство каждый год вкладывает миллиарды долларов для того, чтобы вот кей-поп, корейская культура, выходила в массы и становилась такой, ну, некой идеологией. Да? В политологии это называется мягкая сила. Когда мы... Soft power. Да, soft power, да. Когда мы не все деньги вбухиваем в силу, в армию, там, в оружие, а еще и в культуру. И через нацию, через вот эту национальную идеологию аккуратно показываем вот себя, представляем. Соответственно, люди не просто хотят ездить в Южную Корею, они хотят изучать их культуру, они хотят пробовать их еду, и самое главное, они хотят говорить и учить корейский язык. Мы да, сейчас мы- абстрактно говорим очень, у нас просто нет государства. О чем Да, мы говорим? ну, Это же все... это как вообще... идеальная Розовые модель. Да, облака. это я вообще говорю, да, то, что касательно международной арены было, да, Надо то, что отталкиваться выходить вот в то, что свет. вот сейчас. Я вот думаю, что Да. международная арена — это и есть и YouTube, и Instagram. То есть нет такого сейчас понятия, что международная арена — это какой-то шаг, ты куда-то сделал на какую-то лесенку, и ты уже на международной арене. Международная арена может быть у тебя на кухне дома. Ты включил ноутбук, загрузил свою песню, и ты уже на международной арене. Сейчас все эти доступны уже инструменты выхода на международную арену.
Это Ну, интернет наши- новая площадка для Да, раскрутки, да. поэтому... Да, но нам ведь не хватает, вот, допустим, опять-таки... Может быть, это про внутреннее ощущение, про внутреннюю смелость, скажем так, да, делать что-то новое. Возможно. Ну хорошо, допустим, уберем тему государства. Вот у меня, например, еще вопрос к цифровым площадкам. Так. Почему у нас нет витрины крымско-татарских артистов в том же Spotify? Почему мы не заходим в топ-чарты? Почему мы не заходим в новинки? Мне кажется, просто не хватает наших людей там, за бугром, назовем это так, в Америке, допустим, да, вот в этих офисах представительств, ну, допустим, TikTok. Я очень часто вижу в вакансии LinkedIn выходят, что нужны сотрудники в TikTok. Вот представьте, работало бы, ну, условно, 10 крымских татар в ТикТоке. Это уже совсем другая подача. То есть Ну, уже TikTok намного... был бы заполнен свадьбой нашей. Ну, Арсен, ага, вот. А это мы уже переходим как раз-таки к тому, что нужно Да, что-то создавать да. свое, новый жанр, правильно? Не показывать на этих площадках не кусочки, да, какой-то свадьбы, а именно свой контент. Свой Продвигать контент, путем конечно, этих создавать что-то площадок. новое. Нет, надо Правильно? просто работать с аудиторией. У нас же потребление действительно свадебщины. Извините, пожалуйста, если я Вы кого-то сейчас, обижаю. вы сейчас, нет, ну, что есть, то есть на самом деле. А вы сейчас про потребителя музыкального сейчас, продукта, да. То есть Вообще я наша планка занижена. Я говорю о слушателе. Вообще я хотела сказать изначально то, что музыка — это саундтрек к жизни. Вот мы должны создавать саундтрек к жизни. Вот у нас почему очень много патриотического, почему очень много страдальческого в свое время было? Потому что история нашего народа, я говорю саундтрек к жизни как отдельно человека, да, в частности, так и целых народов нашего крымско-татарского народа. Было много переломных моментов, было много кризисных моментов, каких-то ломающих моментов. И народ создавал и потреблял, то есть кто-то придумал песню, да, которая была народная, она же когда-то кем-то была создана, создалась песня, и народ потреблял, закрывал свою рану вот этим пластырем, вот этой песней, да, на душе, на сердце. Был спрос именно на такую. Лет 12-10 назад был спрос на именно такую композицию. Другое дело, что раньше это все облачалось в более какую-то фольклорную, этническую оболочку. 10 лет назад, когда у нас был небольшой подъем перед очередным кризисом, да, у нас было радио, у нас было телевидение, молодежи было интересно самовыражаться. Да, мы сейчас говорим, Мотивация где, тоже, куда, мотивация. У молодежи была мотивация. И люди раскрывались. Вот в тот момент появился рэп, крымско-татарский рэп, крымско-татарский рок, и они были классные. Мы крымско-татарский язык облачали в другие стили. Нам нужно наш крымско-татарский язык облачать в разные стили. Глобализация нам не чужда. Мы говорили сейчас об ассимиляции. Да. Естественно, мы часть большого мира. Но у нас есть свои некоторые моменты, которые нам надо залечить. И пока мы их не проживем, Дуа yapmak, да? не Помолиться, да. Вы чуть-чуть о другом говорите. Я к тому, что в тот момент, 10 лет, 12 лет назад, это помогало Сейрану самовыразиться так, он самовыразился, а у народа была потребность опять-таки пережить свой Народ кризис. был готов, да, к этому? Он был готов. Я говорю к тому, что нужно готовить аудиторию, пока ты не нащупаешь, не поймешь, пока ты не найдешь в себе силу и поборешь страх, как нам говорят, не показывай свои эмоции, не показывай свои эмоции. Но у нас народ такой, да, нас так вырастили. Опять же, То есть не Да, побояться показать себя в другом стиле. Не Вот, как обычно. смелость, Не конечно. сдерживаться. Смелость. а всего чтобы это лишь. прощупать, надо сделать, Нужно выпустить. сделать. То есть пока это Посмотреть не на сделаешь, да. реакцию. И Ты мы не увидим, поймешь, что да. аудитория есть. И мы
Она на самом деле намного больше, она чем мы намного думаем. Мы больше, просто, чем мы думаем. мы просто Да. думаем о Крыме, например, да, а можно подумать о тюркском мире. Да. Нас могут Почему слушать мы не турки, выходим? Да, нас именно могут на слушать тюркскую казахи, выходим. кыргызы. Мы же Всё близкие хотите все выйти за народы. пределы Крыма, Хочу, Адиля? хочу, да, Арсен. Но надо сначала полюбиться здесь, вот, чтобы нас любили все. Нет, так это Да, можно здесь. параллельно делать. Да, но Это ж круто. от этого уже отталкивается, когда мы Просто- влюбим свой народ в себя и дальше двигаться уже. Ну, есть Багышлар Света. Я опять здесь повторю мысль, которую я уже озвучивала, да, одно интервью Ирины Кайратовны, да, вот этой вот казахской группы, да, о том, что мы становимся популярными в Казахстане только тогда, когда становимся Да, популярными да, за пределами. за пределами, Этот эффект, 100%. мне кажется, и у нас работает точно так же. Да, то есть, возможно ли это параллельная, скажем так, адаптация материала в нашей среде? Это, во-первых. А во-вторых, сейчас уже готов наш слушатель, наш зритель к тому, чтобы вот воспринимать эти новые жанры, Готов. новые стили? Готов, причем давно. Давно. Просто все сидят и вот ждут, когда кто-то Не рискует. пробьет окно наверх. Надо эти пустые ниши заполнять. Вот Сиран в свое время вышел смело, все, и заполнил собой это пространство. Хотя и да? там и критика была. Ну, Критика, А без критики никуда, никуда. Вот Мы смелость должны в том это и пережить. заключается, Попробовать, да. что, чтобы лицом к лицу с критикой столкнуться. И не опустить руки. У нас зачастую бывает такое, что человек что-то делает, потом просто ведро критики выливается на него, и он говорит: зачем оно мне вообще все надо? Зачем оно мне надо? Что я сейчас опять напишу, мне опять что-то скажут, расскажут. Я буду заниматься. Ну вот критика, она какая-то должна быть, знаете, вот конструктивная, что ли. Вот не просто так, не Ерлай, она увала. Не Ерлай, Ерлай. Правильно? Он песню поет, он вложил туда душу свою. Слушай, Любой вот исполнитель, я- он душу вкладывает. Багышлаңыз, Арсенбей, я уже не раз слышу вот эту историю про отсутствие института критики у нас, у крымских татар, причем от всех, да, от филологов, от писателей, прозаиков, поэтов, от, ну, в общем-то, во всех сферах, да, то есть все хотят хорошего профессионального института критики, да, то есть услышать объективное мнение на то, что создается. У нас хватает специалистов в этом смысле, да, которые могли бы и могут и должны были бы ну вот проводить эту работу. Но опять же вот это вот наша внутренняя история, да, про то, что тот обидится, этот обидится. Я очень сожалею, что сейчас здесь нет Эдди Пара, потому что, ну, для меня лично Эдди Пара, ну, это такое, знаете, ассоциация с нашей эстрадой, да, популярной музыкой, и вот эти вот песни возвращения, которые он исполнял, я их так называю. То есть с одной стороны были стихи Лили Буджуровой, да, стихи возвращения, а с другой стороны были песни Эдди Пара. Поэтому я знаю точно, что он бы высказал свое мнение на эту тему, и оно было бы неоднозначным. Да? То есть я думаю, что вы бы поспорили в некоторых вопросах. Ленора Ханым, знаете, что на днях вот видел выступление их, по-моему, 89-й год на стадионе в Бахчисарае. Эфсане? Да. Да. И у меня от их взгляда, когда они стояли на сцене, просто дрожь по телу шла через вот этот экран. Они были заряженные, они приехали. Вот этого заряда немножко не хватает нам, активности вот этой вот напролом, головой вперед, а не так, хочу запишу, хочу... Я вот говорю, что критику кто-то там у нас нежный может не воспринимать. Нет, хорошо. Сильный выживет, он дальше пойдет. Вот у меня такое двоякое. Естественный отбор. Естественный отбор. Но я вспоминаю, вот посмотрел этот концерт, и они прям такие, знаете, как они горели просто. Вот этого чуть-чуть вот сейчас не хватает. Огонь должен быть, огонь. Вперед, вперед, идти, не останавливаться. Ну, я не знаю насчет огня, как у нас с огнем, да, но совершенно точно, что вот эти последние 10 лет, они стали таким катализатором и триггером для того, чтобы наша культура, причем не только музыкальная, да, и танцевальная культура, и медийная культура в том числе, да, и медийные продукты, во-первых, развивались, во-вторых, экспериментировали, да, с содержанием и с формой в том числе. Что нам даст вот сегодняшний день и вот те музыкальные, скажем так, новинки, которые были созданы вами в том числе, да, у нас прошел концерт сольный Диляры Тюкенджи, это тоже новое слово, да, в нашей эстраде, скажем так, популярной музыке. Как вы оцените вот все эти музыкальные новинки, которые сегодня появились? Я, честно говоря, всегда положительно отношусь вот к тому, что у нас куда-то двигается что-то, да. Я не скажу, что у нас какой-то застой или что, наоборот, вот
Ахмечит Базары, да, был. Сколько там новинок было? 20 с чем-то новинок, да? Да, по-моему. И уже идет потом уже борьба промоушена. Как ты будешь двигать свою песню дальше. То есть это и клип, и соцсети, и площадки. Вот именно вот эта работа. Но это уже работа чуть-чуть не исполнителя. Ты должна работать целая команда над одной Продюсер? песней. Ну, в широком понимании, да. То есть вы нуждаетесь все в продюсере? В хорошем В продюсере. хорошем да. продюсере. К сожалению, Нет. времена такие. Как бы было наступили. время, когда мы и сами делали концерты. Если там Ну лет да. 6-7 назад, там хип-хоп Крыма, да? То есть вот мы там собрались вчетвером, сами себе. То есть сами организаторы, сами режиссеры, сами сценаристы, сами там, Грузчики, исполнители, носильщики. в том числе, да. Сами там разработки афиш, там расклейка. Вот понятное дело, это может быть не совсем правильно с точки зрения того, то, что ты время и туда тратишь, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. А вот если бы, как Арсенаха говорит, была бы там какая-то команда, которая занималась бы именно Команда, да, конечно. своей задачей, то есть организация концертов, ты занимаешься чисто подготовкой репетиций, то это было как минимум качественней, быстрее, ну и все-таки, наверное, правильнее. Так что у нас с промоушеном? Мы проседаем в этом смысле? То есть вот все те 20 с лишним новинок, прозвучавшие на Ахмеджит Базар, сегодня имеют, скажем так, риски просесть где-то, застрять в Ютубе и все? Нет, вот а вы из 20 новинок, Ленора Хана, можете сколько назвать вот сейчас, вот, которые вы вспомните? На слух. Это нечестно, Арсений. Это нечестно, потому Я что вот к этому я вспомню говорю. ваши проекты, ваши песни, но я же просто была параллельно где. Ну да, я согласен. Каждая песня должна получить свой промоушен, мы должны ее обязательно услышать. И должна быть цифровая площадка. Но у нас есть цифровая площадка, правильно? Харадинис Продакшн. Это большая, огромная площадка, на которую очень много людей смотрят. И должна появиться еще какая-то площадка, которая там, грубо говоря, 10 молодых ребят собрались, айтишники, я не знаю, там, дизайнеры или еще кто-то, и сделали просто вот классную площадку, на которую ты хочешь каждый Что день вы имеете в прийти. виду? Это какой-то интернет-ресурс? Да, интернет. Я думаю, что даже вот уже даже YouTube. Потому что у каждого у нас сейчас дома уже есть телевидение. Можно включить просто этот телефон и 2 часа говорить на какую-то определенную тему, правильно? Второй вопрос, кто это посмотрит? Промоушен, правильно, да? Это реклама. Это уже идет не работа артиста. Вот. Это нужно единомышленников вокруг себя собирать и все-таки больше холм берминг, да, протягивать друг другу руку вот в этом плане. Ну, именно командная работа, то, что о чем Да, говорили. командная то есть работа. каждый как бы занимается своим Полноценный хороший артист – это именно командная хорошая работа. Адиль Ханум, шансы вашей композиции «Гер». Насколько вероятна возможность того, что она станет популярной за пределами Крыма? Я пока не могу сказать точно. Что И, мешает? наверное, опять-таки все те же самые условия, которые сказали до этого все здесь присутствующие. То есть действительно нам не хватает рекламы, если говорить простыми словами, да. Вот, например, вы говорили прокомментировать, да, композиции. Я считаю, очень удачно вышла композиция Дев в коллаборации. Шикарно, да. Шикарная коллаборация. Шикарно. Может быть, да. То есть я считаю, что вот как раз если мы будем работать вот в таком направлении, да, в тандеме, объединяясь там не только с музыкантами, но еще, допустим, с брендами, есть больше шансов выйти как раз-таки вот за пределы. Ну вот для меня, например, пример они сейчас. Коллаборация. Да. Как родился этот проект «Дев»? Кто был инициатором? Ну, на самом деле к нам обратились ребята с просьбой написать композицию, которая бы была бы лицом. как-то гимном. Там, Гимном. или лицом, да, как Фатма сказала, Дев. Вот, нам было важно сделать не просто песню там, о магазине там, или о бренде, да, а намного глубже, намного обширнее это раскрыть через вот эту вот крымско-татарскость. Потому что у них в том числе в коллекции есть крутые вещи именно с крымско-татарской тематикой.
Да, этнические принты и так Да, далее, да, да, то есть да. это отражает определенную идентичность, не определенную, а крымско-татарскую идентичность. Но опять же патриотика, да? Да, не без этого. Да. Не без этого. Бутун Яланлара Йохолсон, Да. если я не ошибаюсь. Такой Там- текст. Не, но на самом деле трек зашел, композиция зашла. То есть если молодежь в свой плейлист, да, я имею в виду наши подростки, да, включают эту мелодию, эту песню, значит она сработала. сработала. Это успех на самом деле. Мы сейчас говорили про интернет, да, про то, что с одной стороны у вас развязаны, у нас у всех развязаны руки, и как бы это возможность, огромная большая возможность для нас, в том числе и для раскрутки, для промоушена. Но я, исключительно из собственного опыта, да, я понимаю, что если я буду что-то там выкладывать в социальных сетях, если я буду, скажем так, акцептировать все те запросы, которые ко мне поступают, то, вероятно, моя узнаваемость, моя популярность будет расти все больше и больше, и я буду расширяться, скажем так, плодить свой продукт на других интернет-площадках, да, в других социальных сетях. Но я не вижу ни вас в том же ТикТоке, да, то есть никто не вырезает какие-то кусочки, не вставляет, то есть это делают в лучшем случае ваши слушатели, да, то есть это такая импровизация, скажем так, на ваш продукт. Но системной работы наших крымско-татарских исполнителей я не вижу. Что вам мешает? Это ведь самый простой, он не требующий затрат Мы только в ресурсов. начале Да, пути. вот, Мы только начинаем. Я считаю, что мы только набираем обороты. Мы появились на цифровых... Я говорю, по крайней мере, за нас с Сейраном. Мы появились Как на... единое целое уже. Ну да. Ну, семья. Мы появились на цифровых площадках. Я говорю про те платформы, диджитал-платформы, на которых можно послушать песню. Там Сейрана совместную. Я потихоньку тоже прогружаю все. То есть это потихонечку, шаг за шагом делается. Понимание приходит потихоньку. Мы должны понимать, начинать с этого и дальше двигаться. Да, ну я вот соглашусь с Фатмой в плане того, что действительно ТикТок одно время не работал, и туда не загружалось абсолютно ничего. Сейчас о нем стали опять вспоминать. Нужно это делать, да, не делаем. И еще же есть такой, как это сказать, алгоритм. Ты когда выгружаешь на цифровые площадки песню, он тебе предлагает определенный кусочек как раз-таки вот закинуть в ТикТок, чтобы он стал трендовым. Но даже если он туда закинется, нужно же, чтобы люди придумывали эти тренды. Либо же ты сам что-то должен придумать и скинуть это. Вот об этом я и Либо хотела же люди поговорить. должны сами, да, придумать танец. Вот, например, на примере Егер скажу. Мы хотели как раз-таки вот танцем попробовать. Это вот, заметно, да. да. То есть вы хотели Попробовать в как-то ТикТок продвинуть. въехать, да. Хотели, да. Ну вот, не знаю, посмотрим. Возможно, мы изначально хотели запустить челлендж по поводу танцев, но опять-таки нужна смелость. Вот, Слушайте, у вас компаньоны классные. Архадаш Генч — это ребята, Архадаш которые Генч смелости не занимаются. лучшие ребята, лучшая молодежь, которая только может быть. Да, очень активные, и я им Команда. очень благодарна. Уже команда. вот. Уже Это команда, отлично. да. Мы станцевали. У нас есть, возможно, вы видели, мы в Инстаграм выкладывали Конечно. именно отрывки с танцами. Но вот нужно не бояться продвигать это дальше. Мне кажется, мы упускаем еще один момент о том, что просто написать песню, да, просто написать текст к ней, музыку к ней, да, этого уже недостаточно. Что Недостаточно, продукт да. должен выглядеть, там аранжировка и так далее, то есть готовое, да, что-то. Этого уже недостаточно. Мы должны дарить какое-то настроение, какой-то вайб, да, сейчас как можно И это какой-то говорить. визуал этому всему. Какой-то визуал. Я так понимаю, мы в этом смысле проседаем. Мы проседаем даже в написании авторских вещей до сих пор. И мне кажется, сейчас будут выходить вперед те, кто будут не бояться делать свое. Я понимаю, что мы долго можем перепевать. Народные Но песни. когда-то это что-то. закончится. Но когда это закончится. Тогда, когда люди поймут, мы, какая-то вот музыкальная, да, часть, поймет, что можно делать свое, и мы не хуже, чем остальные. И мы можем нет так же, сомнений, и что мы мы можем можем лучше. лучше. Но, к сожалению, у нас почему-то так, мы это все так узко мыслим, что если мы перепоем чужое, ну или хотя бы поднимем что-то старое и перепоем, то это наша планка. Я говорю, вот окно мы никак не пробиваем то самое наверх. А мы можем сами. Мы можем, у нас силы много.
Вот. Потенциала, Просто таланта. очень много. Я Вот просто... у маленького, Да. у маленького народа потенциала очень много, серьезно. Мы много где побывали и много чего увидели, серьезно. Наверное, потому что, как раз-таки, возвращаясь к нашей истории, народ наш побывал везде и за пределами Крыма, и побывал, и увидел, и набрался опыта, и вернулся обратно. Те, кто вернулись обратно, или же те, которые находятся где-то там еще далеко от Крыма, да у нас очень много потенциала и много насмотренности. У нас нет всего лишь уверенности в себе и уверенности в том, что опора вообще-то в нас. Мы сами на себя можем. Мне кажется, еще одна из причин, почему люди некоторые перепевают там чужие песни, наверное, может, это легче так. Это легко. И быстрее. Да, конечно. Потому Это что она легче. Просто уже она- на слуху, Да. она уже как бы получила свое То есть вроде признание. как условно там И ты просто качнуло это. прикрепляешься к этому Да. успеху, Присоединяешься, получается. Да. Мне лично времени не хватает, честно. Потому что два состояния есть у меня, когда у меня нет проектов, и второе, когда почему у меня так много проектов. Вот обычно утром это почему у меня нет проектов, я начинаю там двигаться. Действительно, вот кто-нибудь бы чуть-чуть хотя бы облегчал и сказал: Арсенага, давай вот сделаем что-нибудь такое вот, классная песня, вот визуализируем как-то вот на 15 секунд, на 20 секунд. Посмотри, как я вот посидел, поработал там. Ну, IT какой-то, да, специалист, я не знаю, просто цифровая какая-то. Вот не надо снимать там клип целый, а просто вот зарисовочка на 15 секунд. Посмотри, как классно, я вот вижу эту Те песню. самые рилсы. Классно? Я говорю, да, классно, конечно, потому что у меня нету времени. Я пропал один день пропал, и мне звонят, говорят: ты где? Я говорю: я не могу загрузить на Spotify свою песню. Я целый день сижу и нажимаю эти кнопки. Ну, потому что это уже поколение уже за мной уже, которое, может быть, им легче, да? Ну, они А быстрее мне уже разбираются, тяжелее, да. Я уже целый день на это, грубо говоря, трачу. Раз мы уже так много говорим про цифровые площадки, про интернет и прочие вещи, то нельзя пропустить тему про искусственный интеллект. Да? У нас на бизнес-форуме выступал Сейран Джапаров. И он, это айтишники наши, Мы да, те его хорошо самые знаем. крымско-татарские айтишники. Он нам предложил, мастер-класс был по искусственному интеллекту, и говоря о возможностях и ресурсах искусственного интеллекта, предложил свою версию музыкального трека, музыкального продукта, скажем так, да, который создал этот самый искусственный интеллект. Я предлагаю послушать нам эту музыку. Mescitte bir evi doğan günü o adlanan pek çok yiğitler var o etti ve ben onlardan birim. Anam benim tikici oldu, yanıştan bana o tikti. Babam benim dülger oldu, ah mescitin batağında. Как вам эта композиция? Что вы скажете по этому поводу? Как вы оцените работу Сейранбия? Песня 70-х. Песня 70-х. Почему? Да, вот для меня сразу так турецкий рок, Турецкий рок. барыш манчо и с гитаркой. Вот так, все. Все, что я могу сказать. Арсен, Имеет место быть, я бы так вот сказал. Даже не имеет места быть, а вот, какое-то ответвление какое-то от творчества. Главное указывать автора, да, там, в скобочках. Кстати, Да. вопрос авторства тоже открытый до сих пор по поводу искусственного интеллекта и того, что он производит. Кто автор? Да? Искусственный интеллект или все-таки тот, кто... Если там вот где-то спорят, мы тем более не знаем. Но я вот к тому, что это 70-х годов. Искусственный интеллект, он же не создает ничего нового, он же генерирует. То есть что-то гениальное создать он сам не сможет. То есть там переиграть Баха по-новому, да, можно там, но что-то сочинить, как Бах, он все равно не сможет. Поэтому он нас никогда не победит. Я всегда за эксперименты. Я считаю, что артисты — это не хирурги и не архитекторы. Нам надо экспериментировать. У нас есть право на ошибку. Давайте послушаем мнение самого Сейранбия. Текст был написан мною еще давно для другой композиции с консультацией двух учителей. Отмечу, что моя позиция такова. Нейросеть в данном случае это скорее как сессионный исполнитель или вспомогательный инструмент,
как если бы я обратился к человеку-композитору и попросил бы его написать для меня аранжировку в рамках моего запроса. Ну, скажем так, в рамках условного технического задания. Что скажете? Искусственный интеллект – это ваш соавтор? Это рабочий инструмент или что это? Но я бы им не пользовалась, потому что я за душу, а в работах созданного искусственным интеллектом души мне не хватает. На то он и называется искусственным. Ну, потому что он искусственный, да. А песни, особенно хорошие песни, это какие-то такие единичные работы, которые должны действительно создаваться. Вот. Штучно. Ручная да. работа. Ювелирно. Ювелирно, ручная работа. И вот даже касательно этой песни, если слушаться, все очень ровно. Очень. Нет, да, вот этих каких-то подъемов, где-то наоборот опуститься. Ну, то есть, ну, есть приемы, которые знает только человек. Вот как воздействовать на аудиторию. Есть интеллект, нет души. Да. Но Роботизация. Можно же потом, как бы искусственный интеллект делает за человеком, а мы можем потом за ним доделать тоже что-нибудь, добавить Но нужно какой-нибудь души. дорабатывать. Мне кажется, это инструмент. Мне кажется, Это инструмент это в руках музыканта, который... Ну, Менделеев тоже, ему пришлось поспать, чтобы увидеть свою таблицу. Ну да. А тут можно использовать интеллект, чтобы... вот оно, вот. Я вот этот ход хотел. Как идею, да? А он меня вот подтолкнул туда. Как инструмент, как идея, да. А вот полностью от начала и до конца, чтобы искусственный интеллект создавал целый продукт, это, конечно, нет. Тогда люди разленятся. Но тем не менее, Вопрос только в лени. Совершенно. Нам и так не хватает Инициативности, смелости, да. А люди вообще расслабятся. Раньше Нам говорили, нужно это народная собраться. песня, а потом будут говорить, это искусственный интеллект. Как раз в прошлом Меркезе вы говорили, что, да, халтура. Вот у нас и так халтура. А мы сейчас еще Да, больше и расслабляем. еще больше будем Но, тем не расслабляться. менее, Куда мне, еще? Мне кажется, вот на такую музыку тоже будет спрос. Будет, конечно. Мне кажется, да. Но Я тоже так думаю. Я искусственный не знаю, к интеллект счастью еще или к сожалению, ограничен. но, наверное, будет. Ну, Мы только определенный там вначале сегмент будет говорили, слушать, что нужно который не поработать будет над понимать, что- слушателем. Немножко поработать. Да. И мы сейчас его снова Я расслабляем. понимаю, но не все же поймут, что это искусственный интеллект. Нет, сделал. конечно. Я вот к этому. То есть, условно, там... не Но знаю, согласитесь, вот какой-то это прием. ощущение пластмассовости есть, как Есть, бы, да? есть. У всех у нас, да, вот это пластмассовое такое, Ну и не в живое. некоторых песнях, написанные людьми, тоже вот эта пластмассовость есть. Да. Да, Ну, среди Вообще нас есть искусственный интеллект, мне тоже в кажется, в этом. жанрах ограниченный достаточно. Вот чаще всего рок-композиции, какие-нибудь электротехно звучат неплохо. А вот если мы уже уходим, не знаю, там В лирику? в попсу, это уже нет. Означает ли вообще, что вот то, что мы прослушали, что искусственному интеллекту не хватает референсов крымско-татарских? То есть мы Да. не наполнили, он Да. не увидел, не нашел вот этих вот правильных нот, скажем так, да, которые согласуются с теми словами, которые ему предложили, и вот получили то, что получили. Ну, это опять вопрос к вам, да? Когда вы добьете этот Spotify и прочие площадки, чтобы и искусственный интеллект в том числе, и да и вообще нормальная живая аудитория, скажем так, пользовалась этим. ну вот насчет, кстати, площадок. Вот некоторые площадки, с чем я сталкивался когда при загрузке треков, то есть они, ну, как сказать, то, что продукт, созданный искусственным интеллектом, то есть они могут не брать к себе в базу. То есть, Уже отсеивают, да, да. может быть, не все пока, но вот кое-какие, сейчас я даже не Это вопрос назову, качества какие. или- Нет, в принципе, то, что это создано не человеком, а вот искусственным. То есть причина в этом. То есть уже есть алгоритмы, которые вычисляют, Да, что это да, искусственный да. интеллект создал. Понятно. И, по-моему, даже в Инстаграме при загрузке есть Отметка, да? отметка, что это и создано искусственным Искусственным интеллектом. Ну, то есть Во-первых, какое-то это отбой будет уже есть. честно. Да. Со стороны маркетинга хотя бы, да, вот что ты 15 песен загрузил просто, и этот человек сидит, 1-2 песни в год думает, что-то вымучивает, а ты тут 15 одинаковых песен сделал, и они найдут своего слушателя обязательно. Потому что этот человек больше времени потратил на промоушен этих песен уже. И он везде, и он заполнил собой все пустоты, и он продаваем, пожалуйста. Это вот, ну, нечестно. По поводу, опять же, вернемся к нашим музыкальным новинкам. Да, Адиле Ханым, вы на Ахмеджит-базаре 2024 представили свою композицию «Эгер». Это, опять же, коллаборация, да, с Архадаш Генч. Чем зацепила? Да? Ну, во-первых, текст.
Потрясающий текст, но прикол в том, что он звучал не только на крымско-татарском, но и на английском. Да? То есть это не первая, скажем так, проба на сцене в этом смысле, да, но мне кажется, оно прозвучало в этот раз по-другому, да? Потому что английский заговорил крымско-татарскими смыслами. Есть такое ощущение? Есть И такое. еще и в речитативе, да? Еще и в речитативе, да. Вообще, ваши ощущения, это, во-первых, ну, по поводу вот того, как вы создавали вот этот вот кайф, да, от создания процесса, а во-вторых, танцы, да, то есть там была коллаборация не только языков, но и коллаборация танцевальных стилей, да, крымско-татарский классический, ну, условно классический танец, да, с чем-то что-то похожее на кей-поп. Я не знаю, я не хореограф, не могу оценивать, но вот ваши ощущения, да, от создания, от представления и фидбэк, который пришел к вам на этот трек, на эту композицию? Ну, стоит отметить вот как раз то, что я говорила изначально. Нам нужно научиться работать в тандеме, объединяться, не топить друг друга, О, да. а наоборот, объединяться, не бояться подходить с идеями, делиться с ними. Вот это как раз тот случай, когда большое количество людей создали вот что-то такое, вот что... Ну, мы же на самом деле смешали очень много жанров. Там и хип-хоп, и поп, и рэп присутствуют. Если взять скелет музыки, убрать, допустим, вокал, там записаны народные инструменты. Не знаю, слышит это кто-то или нет, там записан ут. Ну, это вы слышите. да, музыкант вот точно это в слышит. комплексе, мне кажется, и сработало в том числе. Да. И в том числе языки как раз-таки. То есть у нас молодежь, когда мы сидели и обсуждали это все с Архадаш Генч, сразу говорю, практически все, что там делалось каждым из этих человек, которые вот работают в команде Архадаш Генч. И вот это, знаете, был порыв идей, когда один что-то говорит, другой что-то говорит, и ты понимаешь, что вот он кладезь знаний, вот откуда нужно брать идеи. И когда уже мы написали текст, писали текст более 3 человек, потом он еще проходил корректировку, то есть у каждой части есть свой автор слов. Да. Обалдеть. Вот, потом проходил корректировку, где-то я подстраивала под музыку, потому что просто не ложилось. То же самое касается музыки, то есть записывали очень, именно музыканты в плане музыки записывали, например, несколько частей, несколько музыкантов. Потом это тоже проходило корректировку. Причесывалось, да. В студии звукозаписи мы тоже были все вместе. То есть даже когда я в вокальном плане вроде уже как в голове все уложила, как я буду петь, все равно ребята со стороны говорили, так, а вот тут вот может вот так вот, а тут может так попробовать. То есть каждый своим мнением делился, и никто не был против того, что мы вот работаем вот такой командой. Наоборот, вот опять-таки получилось то, что получилось. Я не говорю, что это какая-то идеальная работа, да, что вот на нее надо равняться, нет, конечно. Не поругались, главное? Обычно в таком этом вы бывает знаете, очень да, часто. Да, Арсенага, сразу скажу, были какие-то притирки. Процесс. Это творческий процесс, это нормально. Были притирки, были споры, были обиды, но мы все взрослые люди, да, там хоть и молодежь, но они все очень осознанные, очень взрослые по умственной составляющей, поэтому, как-то у нас нормально, хорошо сложилось. Так вот, когда уже песня появилась, мы дали послушать демо-версию очень многим уже состоявшимся артистам, из старшего поколения. Кто-то отреагировал, очень рисковали, мы на самом деле боялись ужасно просто, особенно то, что вот... Кто составлял список этих артистов, которым нужно разослать? Да, на самом деле не было такого, просто вот, например, Эльзара Ханум, глава, куратор Архадаш Генч, она кому-то там кого-то увидела, им показала, я с кем-то общалась, показала, например, Сиранага и Фатма, да, были теми людьми, которые слушали это. И кто-то сказал, что неплохо, кто-то сказал, класс, вау, давайте. Но вот как играет танец, когда уже заполнили вот эту песню еще и танцем, и получилась вот эта картинка, которую мы представили на Ахмеджит Базаре, те люди, которые говорили, что неплохо, они потом пришли и сказали, что да, это классно. Что мне понравилось, вы подарили настроение.
Да, сейчас, мне кажется, в моде вот не просто эмоции какие-то передать, да, не просто самовыразиться, а подарить какое-то настроение. И ты либо попадаешь в это настроение, либо не попадаешь. Да. Вот у меня такое ощущение. Процесс создания ваших последних двух работ, во-первых, Дев, а во-вторых, Темель. Как вы это создавали? Ну, мы уже говорили, да, что, во-первых, это интересная история коллаборации, а во-вторых, ну, это заказ. Можно ли писать песни на заказ вот такими чувственными? Ну, мы уже поняли, что можно, но как это, ну, скажем так, подстроить, настроить себя, скажем, таким образом, чтобы получилось классно, чтобы получилось, отзывалось в душах? Ну, когда работаешь с кем-то, точнее, если работаешь, не хочу это слово говорить, заказ, это больше, наверное, взаимопонимание между теми людьми, которые пришли и сказали, а вот на эту тему, а вот так вот можно было бы сделать. То есть мы друг друга чувствуем. С каким-то человеком, который попросит спеть про, не знаю, сделает заказ про что? Ну, про те ценности, которые нам не близки, мы сделать ничего не сможем. Потому что либо людям не понравится, либо мы ничего не почувствуем, ничего не сделаем. Не совпали? Нет. Так как у нас за некоторое время было накоплено, вот что-то хотелось высказаться творчески в песне, у нас уже что-то было внутри, у нас были какие-то наметки, и просто перед нами появились люди, которые всего лишь сказали: вот как видите, так сделаете. Да, то есть мы туда не лезем. Это хороший заказ. Но мы поняли... И заказы 16 тактов, пожалуйста, или 8 тактов. А это очень такое... потому что это... Вот я не могу это назвать заказом. Это люди, единомышленники, с которыми вместе в тандеме приятно работать, и мы смотрим в одном направлении. Поэтому то, что было накоплено, и то, что мы хотели выразить совместными усилиями, получилось выразить как-то вот в данной песне, в песне «All». Вот по поводу песни, она «All» же все-таки называется, да? Много кто, я смотрю, у кого-то так идет, кто-то чуть-чуть называет, да, вообще «All», да. А вообще «All». Да. Смотрите, вот эта история с вашими работами последними, да, меня натолкнула на мысль о том, что неужели у нас наконец наступила эпоха, когда заказ — это не просто, да, там какие-то 16 тактов под конкретное мероприятие, да, или там, сколько вы сказали, 8 тактов? 8-16. Да. А это заказ на настроение, заказ на определенный вайб, да, на выражение какой-то идеи. Да, мы уже пришли к этому. Это уже рабочая история. Я думаю, что да. И мне кажется, что, в принципе, у артистов, скорее всего, появятся такие площадки тоже, такие возможности. Предложения. Да. В принципе, и до этого было, да, то есть до этого, скажем так, заказа, там несколько лет назад, как бы там была песня «Хараби Бер», да, у меня. То есть она тоже была как бы выпущена для бренда «Хараби Бер» в свое время. Были песни под названием «Джемиле», «Джемиле», кстати, тоже которые для ансамбля, тоже были 5 лет назад тоже писали, приурочены. да. То есть это уже не первый опыт? Совершенно не первый, Не первый, да, но первый, кажется... который, наверное... Выстрелил. Просто он такой, наверное, эмоциональный, какой-то более... Потому что была Фатма. Секрет успеха раскрыт, да? Арсенбей, вы работаете в коллективе, Да. Амбиция на сольную какую-то историю, на сольную карьеру. И вообще вот это вот, скажем так, самовыражение через коллектив. Насколько это удобно, насколько это комфортно и насколько это успешно? Ну, по поводу успешности я не могу судить. Ну, на Меркезе я вроде бы сижу, как бы все нормально с этим. Меркез теперь критерий успеха. Да, это безусловно. Согласен. Самовыражение в коллективе, с одной стороны, это легко, потому что и единомышленники, которые в одну сторону смотрят и которые помогают. Но у нас тоже бывают такие, что моменты, что мы спорим много. Но мне кажется, в споре всегда рождается и вот та самая истина. Да, иногда на таких прям тонах, но мы потом все выходим, и все нормально. Это творческий такой процесс. Именно сольно, я всегда как бы сольно, мне нравилось. А в коллективе это немножко нагрузку эту облегчает. То есть нас 6 человек. Не ограничивает?
Нет, не ограничивает. Человек всегда себя сам во всем ограничивает. Если ты более шире, то это, вот, грубо говоря, в одном коллективе можно увидеть ограниченного человека и с широкой мыслью, с полетом. Ну, я в чем смысле? Я в том, что, ну, ансамбль «Хрым», да, в котором вы работаете, ну, все-таки это фольклорное, да, фольклорное направление, и, Да. наверное, В есть первую очередь. в первую очередь, да, и естественно, что, ну, подразумевается и материал такой же, да, и, вы знаете, я просматривала некоторые ваши видео в Ютубе, да, перед тем, как мы, в общем-то, договорились о том, что будем записывать эту программу, и было ощущение, что вот вы готовы разогнаться дальше, да, а вот в этих этнических фольклорных рамках как-то вам не хватает места. То есть я вижу потенциал, я вижу, что вы вот и выдадите какую-то там эмоцию, которая пойдет наверх, где-то будет бой такой, знаете, гитары какой-то такой жесткий, а этого не произошло. Но вообще это моя фишка на 100%, весь свой потенциал. Не выдавать? показывать, не раскрывать, да, чтобы зритель немножко голодный остался. Нет, именно в плане тесноты такого нет. Там можно было, конечно, и на такие коллаборации навести, но есть определенный формат, он телевизионный, да, допустим, и концертный. Важно, чтобы человек, который в концертном зале сидит, он, ну, не устал. Вот можно просто в одну композицию столько эмоций поместить, да, что человек просто через 3 песни устанет и скажет, как он грустно поет, это уже, ну, надоедает певец один. Вот. А тут сама концепция важна именно концертная, что вот ты идешь вот постепенно, нарастающий к какой-то кульминации, да. А вы говорите про кусочек из концерта, да, вот там где-то что-то не хватило, потому что дальше, Потому во что втором, в следующий третьем шаг, номере, да? там, да, уже там Ну, вот хватило. я вот про это ограничение. Это был разогрев. Я про это ограничение, что артист, готов ли артист, или есть возможность артисту самовыразиться. Когда в у тебя рамках четко, большого ансамбля. допустим, вот 3 минуты, да, как на Ахмечит Базаров, и ты должен выйти и бабах. Выстрелить. Да. И вот там все, вся эмоция полетела. А здесь ты планомерно так распределяешь, во-первых, свои силы. 2 часа. Отработать надо. Да, но это у нас немного артистов, которые могут 2-3 часа подряд живой концерт Ну, я оттянуть согласна. с большим, ну, на профессиональном, хорошем уровне, как вот западные звезды, да, когда любой концерт Стинга ставишь, что диск играет, что Десять концерт соль на живой, сахар, да. да. Но вот мы должны к этому идти. Да. Да, Просто согласна. должны к этому идти. И опять-таки по поводу честности, да, вот. Больная тема, да. Ну вот, когда артист один может 3 часа отработать, живой концерт, а у одного и на одну песню не хватает сил, да, получается, честность где? Какой артист лучше? Оставим этот выбор... Зависает, да, этот да, вопрос? слушателю, зрителю. Я не просто так завела этот разговор про коллективное, да, творчество и про сольное, скажем так. Вопрос про... Почему у нас нет каких-то групповых проектов? Да? То есть у нас есть дуэты, у нас есть ансамбли, да, которые, ну, чаще всего это фольклорные ансамбли, но нет вот, ну, знаете, вот из моей молодости, там, да, где-то там Backstreet Boys, там, что-то вот такое, вот, да, которое и популярно. То есть у нас все такие солисты, индивидуалисты. Это ж надо собрать людей, которые не переругаются. Вот, да. И, допустим, Backstreet Boys, когда было 4 парня, да, и они отвечали каждый за свою партию, но в музыкальном плане же есть низкий голос, средний голос, да, высокий голос. Где столько парней сейчас у нас найти вот на такую вот молодежную? Где найти столько поющих парней? Их Да, вообще очень да, мало. Очень да. мало, да. Их очень У нас мало. 2 мальчика или 3. И все. А всё. группа минимум из 4 состоит, и они должны быть разноплановые. Один беленький, другой черненький, другой серенький, другой лысенький. А как их? Еще бы они, чтобы все поющие были, тут хотя бы сольно кому-то нормально так вот за себя отвечать. А в группе это очень То сложно. есть это Недостаток кадров, да. как всегда. Да, Да? да. И поэтому у нас такие эксперименты невозможны. Ну, может, среди девочек возможно, но опять же,
Коммуникация должна быть Коммуникация. хорошая. Да. Просто у меня все время возникает чувство, периодически, ладно, окей, не все время, что у нас есть проблема вот создания совместных каких-то позитивных проектов. Да? У меня есть любимая фраза про то, что мы всегда объединяемся в минусе, да, когда нам плохо, когда у нас беда, но мы, то есть против чего-то, но, к сожалению, мы очень редко объединяемся за что-то, да, для чего-то. И вот в этом смысле как бы музыка не исключение получается. Ну, мне кажется, это дело времени. То есть, скорее всего, мы к этому придем через там, несколько лет, через 5 лет, может. Ну, то есть нам Возможно, нужно пойти. придем через какого-то организатора, который скажет, так, вот я готов там, условно руководить какой-то группой, и вот там начнет искать оттуда, соберет, ну, грубо говоря, какой-то лидер, который будет этим двигать. Возможно, один из вариантов пути такой. Еще одна история про, ну, скажем так, я иногда заглядываю на, скажем так, другие площадки, да, зарубежные площадки, и периодически заглядываю в Акустик-Хане. Турецкая, да, история. И недавно посмотрела там такой, ну, условно назовем это концертом, диджей плюс какие-то там этнические инструменты, плюс хор. И вот очень интересная коллаборация. Что у нас в этом смысле с диджей-культурой, да, то есть есть ли у нас диджейство вот в этом смысле, профессиональном смысле? Не, ну тут надо разделять диджейство или кнопкодавство. У нас как бы профессионально играющих диджеев-то и... Может почему? быть, и Я нет. знаю человека, который бы с этим справился прекрасно. Нет, справился. Ну, а его Да. работы послушать Но у него можно? Да мы его все прекрасно знаем. Это Осман Да, Джамалединов. хотел сказать. И это единственный человек, который, если честно, человек, которому обязаны своим наполнением многие крымско-татарские концерты. По сути, большинство песен, которые выходят Наши сейчас, треки, которые выходят просто с музыкально Савва через Осман. него, да. Человек очень классно чувствует тренды, очень классно чувствует, как сделать свежо, и никогда не скажет, ой, вот твоя придумка это что-то вот ну, такое, но не надо. Он знает, как это докрутить, действительно. То есть человек, который делает очень много и записей вокала, и аранжировок. И этому человеку действительно все последние, наверное, хиты, прозвучавшие такие мощные, наши крымско-татарские, должны, потому что, ну, это создавалось его ручками и ушками. Ну вот То есть, мы да. сейчас говорим про Османа, он больше как аранжировщик, наверное. Да? Аранжировщик. А вот именно вот эти вот тусовки, где диджей играет Сеты, музыку. да, именно? Сеты, да. Когда Да, у него сеты. будет больше Но времени. у него очень много материала, ему можно концерт целый сделать, Осман. Да. Он очень продуктивный. Сольный. И именно чтобы он стоял и вот это вот, как как мы Дэвид привыкли Гиетта, там, да, да. вот это. Армин ван Бюрен, где эти концерты? Вот их нету. Если мы для рэпа 10 Да, лет да, назад созрели, то для диджеинга вот сейчас оно самое то. Я уже тут просто идеи раскидываю. Даром, Просто мне заметьте. кажется, да, если оно появится, то люди с удовольствием пойдут, удовольствием, послушают. да, мне тоже так Определенная своя публика Да. будет, эта ниша будет заполнена. Ну, я надеюсь, что у вас у всех появится время, еще больше время для того, чтобы создавать какой-то штучный, не искусственный, а штучный, потрясающий продукт, потому что, ну, во-первых, наш зритель жаждет, да, чего-то интересного, во-вторых, он готов, да, и, собственно говоря, все то, что у нас за последние несколько месяцев появилось на нашей сцене, будь то вокальная сцена, будь то танцевальная сцена, говорит о том, что мы меняемся, и нам нужно удовлетворять наши, скажем так, культурные запросы. Поэтому я надеюсь, что это не последние новинки, это только начало вашего пути творческого, и вы обязательно нас порадуете еще какими-то треками, композициями, а самое главное коллаборациями, которые подарят нам настроение. Коллаборациями, которые напишут тот самый саундтрек к крымско-татарской жизни. И он будет узнаваем, он будет воспринимаем далеко за пределами крымско-татарского общества. Чох Саунус, это был проект Меркес, Горуш Кенджи.